Труд врача напряженно тяжелый, отвечая за нас головой. Средь больных он не самый здоровый, средь здоровых он самый больной. От профессора и до медбрата нас должны все жалеть и любить. И, поклявшись в том Гиппократу, нам не могут в ответ нахамить. Хороший врач, природы ученик, а путь познания тернист и долг. Но если окулист для вас блазнит, но если окулист для вас блазнит, то кто тогда, простите, гинеколог? Врач больного всегда пожалеет, но и вы пожалейте врача. Подрабатывает, где сумеет, за полставки не спит по ночам. По анализу кала и крови и еще неизвестно чего врач расскажет о вашем здоровье, а вернее об остатках его. Мечта врача — покладистый больной, все выполняющий без оговорок. Но если стоматолог вам зубной, но если стоматолог вам зубной, то кто тогда, прошу пардон, уролог? Врач хороший вам послан судьбою, и должны вы врача понимать. Если дал свечи от геморроя, то не надо их на ночь глотать. Повторяем вам снова и снова, чтоб не стукнуло в череп моча, чтобы вы таки были здоровы. Уважайте советы врача. Не так обидно ухо, горло, нос, но все же лучше отоларинголог. Как называть врача? Простой вопрос. Как называть врача? Простой вопрос. Но не тогда,